Здравствуйте, дорогие друзья! Это проект телеканала «Вся Уфа. Знаю все». В течение часа мы общаемся с экспертами из разных отраслей нашей жизни и узнаем много полезной информации. Сегодня мы поговорим с нашим давним другом, с нашим постоянным экспертом, с врачом-ветеринаром, с заместителем декана по воспитательной работе Башкирского государственного аграрного университета Гульнарой Цапаловой. Тема нашего разговора – профессия ветеринарный врач. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли в своем плотном графике время на эту длительную беседу. И я передаю бразды правления вам. Рассказывайте. Спасибо большое. Мне очень приятно говорить о моей профессии, потому что я ее очень люблю и горжусь ею. Но хотелось бы сказать, что ветеринария – это специальность, которая включает в себя, заключает в себе основное понятие – это лечение животных и знание о болезнях животных. И впервые слово ветеринария было использовано в 1646 году. То есть это относительно новое и свежее, то есть это буквально 400 лет. Это само понятие ветеринарии. Да. Это вот было впервые услышано, Слово применено, такое, на научной основе. Но люди животных начали лечить очень-очень давно. Вообще слово ветеринария означает, в переводе с латинского означает лечащий скот. Да, значение такое само за себя говорящее. То есть люди приручили животных, они, понятное дело, болели, и стали появляться люди, которые... Вот я об этом и говорю, что профессии это уже много тысяч лет, а термин появился 400 недавно, лет назад. Да, вы правы. И, лечение животных, уход за ними начался именно тогда, когда люди начали приручать животных. И они то приручали их не только в качестве друзей, но и люди зависели от них. И первое животное, которое приходит на ум, это какое животное? Корова. Нет, почему? Кошка? Лошадь. Лошадь. Первое животное было лошадь? Да, приручили лошадь, оно что, не было машин, и лошадь перемещала на длительные, какие дальние расстояния. Перевозили тяжести, пахали на лошади. И вот после этого зависело благосостояние человека и его семьи от состояния здоровья лошади. Поэтому человек, конечно же, он старался ухаживать, по мере возможности как-то лечить в те давние древние времена. Поэтому считается, что ветеринария имеет корни с момента приручения домашних животных. Это очень давно. Да, и человек, постоянно, он зависел от домашних животных. И в древних цивилизациях благосостояние человека, определялось количеством или поголовьем скота, который у него есть. Да? Вы согласны со мной? Абсолютно. Я вам больше скажу, что еще вот буквально недавно же, например, у народов Кавказа, насколько я знаю, как это называется, когда за невесту, ты отдаешь выкуп там, и если ты можешь отдать отару овец, то, хорошая партия. А вот в арабских странах даже сейчас благосостояние считают в верблюдах. Ого. Да, такое тоже есть. Сколько верблюдов должно быть у богатого человека? Ой, это я не могу сказать. Такой информации, к сожалению, нет. Но, наверное, чем больше, тем лучше. Один верблюд, наверное, не считается. Это, наверное, говорит все-таки о том, что насколько близки люди и животные уже на протяжении тысячелетий. Многих веков. В Древней Греции и в Древнем Риме существовали институты. Гиппиатров они назывались, от слова гиппо – лошадь. То есть врачи, которые лечили лошадей. Для чего они нужны были? Вот эти ветеринары, которые лечили лошадей, они сопровождали римские войска, военные походы. Конечно. И там они строили лазареты именно для лечения лошадей. В то время, конечно, вот эта вся информация, о лечении, о профилактике, она, конечно, была очень такая разрозненная, не имела последовательности. И методики, конечно, не было. Конечно, не было. А в средние века вообще и лечение людей
тоже особо не было такого, да, ну, квалифицированной Мгм. медицинской помощи не было, но животных лечили и того хуже. Но животных лечили вот в средние века, лечили знахари, то есть люди, которые лечили людей. Ну и методы у них были очень простые, очень тоже примитивные. Ну, оказывали помощь в основном при родах, Мгм. при, допустим, травмах каких-то. Ну и лечили прикладыванием холода, тепла, разминанием живота. Вот такие примитивные методы. Также в лечении животных, лечить животных могли, допустим, кузнецы, которые ухаживали за этими животными, М. пастухи, Мгм. ну и вот Ну, то знахари. есть, Так понятно, что что все лечение ограничивалось какими-то вот элементарными да, да, действиями. да. И впервые, вот после этого, когда, ну, впервые на научную основу, еще в средние века, вот хотела бы добавить, Мгм. то, что все было основано, знаете, на суевериях, да, люди были, ну, Верующие и вер... суеверующие, Да, соответственно, да, да. да, Мгм. да. И впервые ветеринарная школа, то есть поставлена на научную основу, вот ветеринария была поставлена в Центральной Европе во время правления Людовика XV. Мгм. То есть это Он, Франция, да, уже? да, в Мгм. городе Лион была впервые в 1761 году, вот насколько я помню, была открыта первая ветеринарная школа. Вот так вот. Да, Людовик XV был очень сильно обеспокоен резким падежом скота в стране. Ну Мгм. и причину не знали, и поэтому вот он издал приказ об организации вот этой ветеринарной школы. И потом буквально с разницей в 3-5 лет начали открываться школы. Еще во Франции 2 школы открылись. Потом открылись школы в Германии, несколько школ открылось в Германии. Ну и вот с этого момента считается как бы ветеринарии, развитие ветеринарии как науки. Ну, там, конечно, большие шаги были учеными сделанными в то время. Это ветеринары-клиницисты, были написаны первые учебники по ветеринарии. Можно ли сказать, что до этого момента, до середины, да, 18 XVIII века, века, получается, да, лечили как придется? да, То есть и только с середины 18 века это все стало систематизироваться и каким-то да, да, образом да, да, да. появился научный Ну, подход. хотелось бы сказать, как в России. В России тоже были свои врачеватели, они назывались. Тоже, кстати, первые упоминания были на берестяных грамотах. Оттуда, вот считается, пошла ветеринария именно в России. На Мгм. берестяных грамотах ну, была описана работа э, Коновала. Коновала. Да, вот сейчас скажу, это, конечно, сейчас звучит как нарицательное, Мгм. да, Да, слово, да. а вот раньше коновалами считались ветеринары-ремесленники. Это были такие люди-самоучки, и они занимались кастрацией жеребцов, Мгм. быков, баранов, свиней. И почему коновалы их называли? Прежде чем кастрировать животное, да, его нужно зафиксировать. Они Завалить. его валили на траву, да, где-то в помещении, может, да, и потом только делали вот эту манипуляцию. Я всегда Э, думал, что коновал тот, кто убивает. Нет, нет, вот издревле вот коновалы Класс, считались, класс. да. И коновалы, ну, они были самоучками, у них тоже не было каких-то специальных знаний, они из поколения в поколение вот то, чему они учились, это передавали. Брали, говорит, учеников к себе. Вот это в России. И в России указом, ну и так же, как и в Европе, да, и в средние века, тоже так же было. Вот, интуитивно люди, наверное, лечили животных, Ну, да. то есть просто брали, наверное, практику человеческую, и Да, вот да, как-то, если там да. сломал, ну, подмотать надо, наверное, Да, 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 как бы это да, помочь. именно вот как человек. В России Петр I в 1808 году открыл отделение отделение ветеринарии при медико-хирургическом, Отделение. нет, в Санкт-Петербургском медико-хирургической академии. О, Именно, да, в медицинской такой академии, скажем, открыл первое ветеринарное отделение. Это было в Санкт-Петербурге.
Потом были открыты отделения также в Москве при медицинских академиях, в Харькове и в Казани. Это вот... 4 центра таких Да, ветеринарных, да. И вот во время царствования Петра Первого, да, ну, да, великий человек, да, Великий, вот он великий новатор. понимал, что нужно, да, расти, развиваться, да, что-то новое. И вот эти 4 школы, они, конечно, выпустили огромное количество ученых-клиницистов. И вот в момент царствования Петра I русская школа ветеринарии была признана во всем мире. И в то время огромное влияние на ветеринарию оказали вот великие ученые, я считаю, вот, величайшие ученые, это Сеченов Иван Михайлович, который работал с мозгом, да. В честь которого и назван, собственно, один из сильнейших, по-моему, университетов, да, имени Сеченова, или больница. Больница. И Иван Петрович Павлов. Я вообще считаю, конечно, Иван Петрович Павлов это Тот корифей. самый собака Павлова? Конечно, ну все знают собаку Павлова. Ну, конечно, да. Они вот оказали, ну, просто огромное влияние на развитие ветеринарии. Дорогие друзья, мы возьмем небольшую паузу, мы продолжим говорить о развитии ветеринарии и в России, и в мире с нашим экспертом Гульнарой Цапаловой. А сейчас мы выйдем на улицу и спросим, есть ли у жителей нашего города домашние животные. Если есть, то какие? У меня, к сожалению, не живут никакие животные, потому что мы очень любим путешествовать, а возить и мучить животные – это плохо, поэтому у нас никто не живет. Черепашки, рыбки. В данный момент никаких. Никакие, потому что я не люблю животных. Кот. Никакой. Никаких. Кошка и собака. Дорогие друзья, это программа «Знаю все». Сегодня у нас в гостях наш эксперт, ветеринарный врач Гульнара Цапалова. Мы говорим об истории профессии ветеринарный врач. Мы закончили, вспоминая великих людей, великих ученых. Закончили мы на собаках Павлова. Ну, этот эксперимент, я думаю, знают все. То есть Конечно, не эксперимент, да. а открытие, огромнейший прорыв. Да, Павлов является основоположником учения о высшей нервной деятельности. Ну, проще говоря, вот если кто не знает, могу объяснить, он вывел 4 типа высших нервной деятельности. Это, ну, все это знают, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Да, это именно с подачи Ивана Петровича, вот он над этим работал. И он является Нобелевским лауреатом. Это тоже, ну, не знаю, знают люди, не знают. Я, честно, не знал. Не знали, Не знал, что да, он да. получил по пищеварению Нобелевскую премию в 1904 году. А скажите тогда легкое уточнение, он всегда занимался животными или он изначально был как врач человеческий, а потом стал развиваться? Есть такая информация? Он был медиком. Медик? Да, да, да. То есть Но все он еще... работал, потому что, вы знаете, он был физиологом. А физиология, для нее нет такой Границы, большой рамок. разницы. Да, там человек, животное. Все процессы в человеческом животном организме, они протекают практически одинаково. То есть что мы получаем? Что до 18 века врач и ветеринар это практически, ну вот лекарь, да, или... Они прям тесно-тесно сопрягаются. Очень тесно были связаны, и ветеринарная, ну, как медицина, она развивалась, ну, неразрывно была связана с человеческой медициной. Далее, конечно, произошла Великая Октябрьская революция, и вся ветеринарная служба по всей стране, она была теперь подчинена государству. То есть до этого это были частные? Ну да. Уже стала подчинена государству, там были изданы указы, да, и уже четко было регламентировано, да, чем будет заниматься ветеринарная служба. И в это время как раз
начали открываться отдельные ветеринарные институты. Уже не было отделений при медицинских академиях, а именно стали открываться ветеринарные институты. Это только в 20 веке. Представьте, да. Вот это да. То есть только в 20 веке ветеринарию отделили как самостоятельное... Отдельные, да. И, в Петербурге открылась первый ветеринарный институт, в Москве, потом в Саратове, в Омске и так далее. Вот постепенно вот ветеринарная служба, она стала походить вот так, как примерно она сейчас выглядит. Ну, потом, конечно, наступило тяжелое военное время, да, война 41-45 год. Здесь, конечно, ветеринарные врачи, я считаю, сыграли очень Огромную большую роль, да, хоть они и не были на передовых позициях в войне, но первая задача ветеринарных врачей было это увеличить конское поголовье, да, так как кавалерийские войска Вот смотрите, были, как да. интересно. Да, то есть вообще глубинная задача в рамках государства Это, получается. вы знаете, это очень сложно это сделать. Вообще вот племенное дело, оно очень сложное. Вот специалисты зоотехники вам скажут, что это процесс очень длительный, кропотливый и, действительно, работа Ну очень и много время, было. наверное, очень время затратное, да? Да, длительную. И Так, вот, была нужно- поставлена задача перед ветеринарами. Увеличьте-ка нам родные Да, поголовья. конское поголовье, и ветеринарные врачи на тот момент были военно обязанными. Их призывали в армию. Они работали на должностях как ветеринарные врачи, и им присваивали воинские звания. У нас на факультете работал преподаватель Тихонов Петр Трофимович, профессор. Он очень такой известный был в то время человек. И вот он был, я видела даже его награды, его военный билет, и было написано, что он служил, что во время войны он участвовал в боевых действиях на должности ветеринарного врача, и у него были фотографии, прям вот он рядом с лошадьми, с которым в военной форме. Это, такая вот история, да, все эти такие документы, они были сфотографированы, в архиве они лежат, настолько это видеть, да, что вот Ты работал с этим да, человеком, да, это Я прям- просто сразу почему-то про генерала Шеймуратова вспомнил, потому что это как раз-таки конная дивизия. Да, И тысячное поголовье, за которым, конечно же, нужно было. Нужно было, да, и лечить, и ухаживать, и ранения были. Работы было предостаточно. И еще ветеринарные врачи вот в военное время, они переквалифицировались в медицинских врачей. В том числе и да, работы да, в да, медсанчастях. Да? Да. Вот так что во время войны ветеринарные врачи тоже работали, внесли свой вклад, я Мне считаю. кажется, что несправедливо как-то это вот забыто. Вы сейчас говорите, я на самом деле понимаю, что наверняка это огромнейший труд был. Просто вот я говорю, взять дивизию Шеймуратова, да, где несколько тысяч лошадей, но это же большинство войск были. Почему забыто? Да, я никогда не слышал про военных ветеринарных врачей. Да, не Да, слышали? да. Я думаю, что в том числе и мы с нашим каналом, в общем-то, должны себе такую галочку поставить, чтобы осветить. Я уверен, что Да, среди наших земляков огромное количество людей, да. которые внесли значимый вклад в победу. Многие. Вот, то вот старое поколение, да, которые пережили вот эти ужасы войны, они многие работали ветеринарными врачами. Я вот не раз слышала. Что было после войны? Что произошло? Как стало... Кстати, удалось ли увеличить поголовье конского ветеринарам? Конечно. Конечно. Да, Справились с задачей, да. Конечно. То время, мне кажется, не было человека, который бы не справлялся с заданием, которое ему давали. Просто правильно да. ставили задачи. Да. Так. И, после войны тут, конечно, тоже вот такой идет виток в развитии ветеринарной службы. После войны что? Нужно восстанавливать страну. А чтобы восстанавливать страну, нужны крепкие, здоровые люди. А чтобы были люди крепкими и здоровыми, что нужно их хорошо кормить. Кормить, да. конечно.
И работа ветеринарной службы, вот вся работа ветеринарной службы была направлена на развитие промышленного животноводства. Мгм. Вот все силы брошены были вот на развитие. Там, конечно, был мощный шаг, да, вот в развитии именно этого птицеводства, скотоводства, коневодства, овцеводства. Ну, перечислять можно очень много. И в короткие сроки были, ну как, предотвращены, да, развитие таких тяжелых заболеваний для животных и, кстати, очень опасных для человека. Это ящур, оспа, сибирская язва, увеличено количество поголовья вот, крупного рогатого скота. Это коровы, быки, свиней поголовье, свиней было, птицы. Ну, то есть массовое увеличение Да, да, именно да, да. промышленного Да, ну, птицы и чтобы животноводства. люди Не испытывали было нужды что да. на прилавках, да, было им что купить, было что поесть. Это, Но мы знаем, что конечно, послевоенное время было очень заслуга тяжелое, госу- потому что сократилось как раз-таки это поголовье, и нужно было из да этого его кризиса практически выходить. не осталось, практически не осталось. Даже в деревнях, вот, которые далеки были, да, ну, в провинции, да, Мгм. куда тыл, Да, так скажем, да. да, Глубокий даже, тыл. да, даже там были, забирались животные из домашних подворий, да, все работало, вся страна работала На на фронт. фронт, конечно. И вот было, да, в короткие сроки это все вот восстановлено, приумножено. Было очень развито племенное дело, конечно. Это вот в то время это был большой 50-е, 60-е годы. Это, ну, А есть ли какие-то большой истории труд. о том, что во время войны полностью исчезли какие-то, ну, может быть, породы, не знаю? Ой, ну такой информации Такой нет. нет, да? Но, знаете, вот, Просто я ну, вспоминаю как истории и книжные, и из фильмов, да, и вот взрослые рассказывали, как действительно приходили, просто вот там последнюю кормилицу твою, корову забрали, и все. И забирали, расстреливали животных. люди сами резали, прятали, морозили, Да, лишь бы вот да, да, да. Было такое, ну, тяжелое время, тяжелое конечно, время. но нам с этим жить, это наша история, мы от этого не И тогда уйдем. ветеринары как раз-таки вновь пришли на помощь, и Да, промышленное да. и Чтобы птицеводство. провели профилактику заболеваний, да, чтобы их не было, тяжелых заболеваний, чтобы развивалась там молодняк, хорошо рос. Ну, много чего было, конечно, сделано. И я считаю, что вот это был большой прорыв. Но Есть. Но да, небольшое но. Но при этом мелкие домашние животные были забыты. И в этом плане ветеринарная наука у нас вообще, можно сказать, остановилась, она не развивалась. В сравнении с западными ветеринарией, западной ветеринарией, зарубежными странами, у них, конечно, лечение мелких домашних животных было мы на сейчас говорим про более кошек, собак, правильно да, понимаю, да, да? да, кошки, собаки, ну, какие-то домашние Хорьки. такие, да, питомцы, любимцы, так скажем. Было, ну, в очень упадочном состоянии, и это длилось практически до 90-х годов. То есть все силы ветеринарии были направлены на Да. благосостояние страны и исключили практически полностью состояние животных, которые вот живут у нас там в квартирах, в домах. Да. Ну и как-то вот вы же сами, Денис, видите, ну вот сейчас постепенно меняется мировоззрение человека, как мы относимся к животным. Да. Вот у нас мы относимся к животным как потребители всегда. Ну, Вот, игрушка, ну, какая-то, да, вот что-то вот. и к крупным животным, Да. а к мелким, да, ну есть. Ну, бегает что-то. выкинули, да, Мгм. убежало, ну ладно, убежало. А то, что это живое существо, оно тоже думает, оно... Оно живет, в конце Оно концов, живет, вида радости. да, и да. такие же чувства испытывает, такие же там, такую же боль может испытывать, как человек. И это только начало вот постепенно, Буквально это очень 20 с сложно в хвостиком людях, лет назад, да. это сложно в людях это поменять, но постепенно, вот в 90-х годах, когда наши ветеринарные врачи уже российские начали очень тесно сотрудничать с западными
врачами, организовывать конференции, симпозиумы, делиться опытом. Конечно, у нас сейчас ветеринария именно в области мелких домашних животных очень изменилась. И вышла на новый уровень. На очень новый уровень, так А вот скажем. о новом уровне мы поговорим после небольшой переменки. Мы продолжим наше общение с экспертом сегодняшнего выпуска программы «Знаю все» Гульнарой Цапаловой, ветеринарный врач у нас в гостях. Говорим об истории профессии ветеринар. Мы продолжаем эту программу «Знаю все». Сегодня у нас в гостях эксперт, ветеринарный врач Гульнара Цапалова. И мы говорим об истории профессии ветеринарный врач. Мы поговорили о мировой истории развития этой профессии, о российской. А теперь давайте все-таки перейдем к нам, к нашей республике. Как развивалась ветеринария, правильно я говорю? Можно Да. да, ветеринария Да, в республике можете Башкортостан, в том числе и благодаря Башкирскому государственному аграрному университету. Ну, ветеринария ветеринария, извиняюсь, так же, как и во всей России, да, развивалась. Шла параллельно, да? Да. И главным, наверное, толчком развития ветеринарии это стало, организация или возникновение, как правильно сказать? И так правильно? Да. Ну, когда появился Башкирский государственный Вот. аграрный университет. Так. Он, кстати, возник по указу Совнаркома РСФСР в 1930 году. Кстати, наш университет считается одним из старейших университетов в Башкирии. 90 лет в этом году. Да, Юбилей. у нас юбилей в А. этом году, да, в декабре месяце у нас будет юбилей нашего университета. И, мы будем как бы его праздновать. В 1930 году было выделено здание под университет на Карла Маркса 3, по-моему, трехэтажное здание, насколько я вот помню. И 1 октября начали обучаться студенты на 2 факультетах: растениеводческий и животноводческий. В количестве, по-моему, 90 человек. Вот так. Да, То есть это вы еще были на Карла Маркса? Да. Мгм. А потом выделили землю под строительство ветеринарной клиники. Как раз на проспекте Октября, где находится теперь полностью весь Башкирский государственный аграрный Вот это университет. да. Да, и вот я знаю, я читала историю нашего университета. Студенты, первый набор студентов, они как раз начинали строить эту ветеринарную клинику. Ну, кто знает, ветеринарная клиника у нас двухэтажное здание на территории нашего университета. И по сей день она сейчас существует. И по сей день обучаются студенты в этой ветеринарной клинике. Именно выпускаются ветеринарные врачи. Вы сами помните момент, когда вы решили, что, в Ой, общем-то... вы знаете, это такой вот интересный вопрос. Я всем всегда рассказываю, когда я решила стать ветеринаром. Потому что я это помню, как будто это было вчера со мной. Я кошатница, я вам, наверное, в этом признавалась, Денис. Я всегда с детства любила кошек и всегда подбирала вот всех котят, каких встречу, домой приносила. Мама ругала, конечно, меня бесконечно из-за этих котят. Я их куда-то прятала от нее, но попыток не оставляла своих. Кстати, я не понимаю, почему мама на меня ругалась. Мама даже к ним не подходила, кормила, убирала за ними, приучала к лотку. Все делала я сама. И вот однажды я подобрала очень больного котенка. Он был весь такой облезлый, в корочках, глазки были загноившиеся. И откуда я узнала, вот я, может, у кого-то спросила, где ветеринарная клиника или как-то. Мне было 8 лет на тот момент. Я положила в сумку этого котенка. Я его как-то дома попыталась помыть сама, у меня не получилось. И вот Понесла в да, клинику? я его понесла в ветеринарную клинику, причем пешком дошла до горветстанции, которая тоже, кстати, ныне существует. Она находится на Менделеева, 162, по-моему. И принесла, и там был мужчина, я помню, в белом халате.
Если вот я бы его сейчас узнала, если бы я его где-то встретила, мне кажется, я помню его лицо до сих пор. Ну, я зашла с этой своей сумкой, ну, представьте, маленький ребенок, ну, там стол, приемная, я, значит, достала котенка, что-то там пыталась ему объяснить, что вот болеет. Мгм. И он сделал укол, почистил ему глазки, ушки, я вот помню. И я ему достала деньги, какие-то копейки. И вот я помню вот этот момент, я ему протягиваю деньги, он улыбнулся и сказал: не надо. И вот в тот момент я ему посмотрела на него и подумала, что я буду лечить животных. Представьте, и вот с того момента я знала, что я буду, всегда знала, что я буду ветеринарным врачом. Не кажется ли вы сейчас... Да, у меня слезы. Я потому что, ну вот, реально я этот момент помню, и помню этого мужчину, когда он сказал: не надо, и это, ну не взял с меня денег. Шли годы. Да. Маленькая девочка Гульнара превратилась в прекрасную девушку Да, Гульнару и спасибо. выбрала профессию. Да, и по сей день я работаю ветеринарным Учились вы врачом. Да, я закончила Башкирский государственный тот аграрный самый университет. родной аграрный Конечно, университет. да. То есть для вас после школы вообще не было, вот даже не Нет. стоял вопрос. Обычно же сейчас, ну и не только сейчас спрашивают, кем, ну не знаю, ну может туда. Да, То есть вы... я знала. Я даже пришла подавать документы, я пришла одна, без мамы, подала совершенно, если другие с родителями как-то, я сама подала документы, сдала экзамены и поступила. И... До момента поступления были ли еще какие-то предпосылки? Понятно, что вы продолжали любить также кошек, да, но вот, может быть, вы где-то ходили, подглядывали, читали что-то. Читала. Я вот специально принесла книги. У меня любимая моя есть книга, я вот всем бы хотела порекомендовать, вот не только тем, кто Держит? хотел бы Ага. стать ветеринарным врачом, да, и держит животных. Вот есть книга, английский писатель Джеймс Хэриот. Хэриот. Да. Давайте Очень... я покажу, Давайте, что было. Денис. Ага, вот Джеймс Хэриот Я вот одну книгу только о всех принесла. созданиях, больших и малых. И малых. Это, ну, книга, да, написана с такой бесконечной любовью ко всем живым существам, которые окружают нас, да, и с такой гордостью к своей профессии, что, ну, невозможно не любить профессию, прочитав эту книгу. Даже человек, который, ну, далек от нашей профессии, так Джеймс скажем. Хэриот о всех созданиях, больших и малых, рекомендовано Очень рекомендую. специалистами, вот просто для того, чтобы вы знали. Написано очень доступным, простым, совершенно Это вы прочитали до языком. университета? Да, То есть это вот в повседневной жизни вы нашли эту книжку? да, да, да. У меня еще есть, конечно, ну, такие Да, более да. старые книги. Ну, я вот она такая яркая, решила вам принести, показать. Еще у меня есть одна Да. книга. Давайте. Это я тоже читала в детстве. Ну, вот одна из книг. А потом я познакомилась с этим человеком. С автором этой книги? Да. Это тоже такой... Заянчковский. Заянчковский, да. Заянчковский. Иван Филиппович. Иван Филиппович Заянчковский. Ну, видно, что это прям, это времен вот советских времен Да, да, книга. да. В 79 году она уже поступила в библиотеку. Да. То есть она еще раньше, да? Мы вот с Денисом обсуждали, я взяла эту книгу, потому что я не помню, откуда она у нас появилась, и срок сдачи там написан, Сдать скажите, Денис. 13 декабря 78 года. Да, да. Я не знаю, откуда эта книга появилась, но она с дома. Ну, посмотрите, как Да. я ну, Смотрите, как сохранилось. недорого. 77 года. Это, кстати, башкирское издательство. Наша Да. родная башкирская Да, да. литература. Вот этот человек, он был физиологом, акушером и преподавал в нашем университете. Иван Филиппович Заянчковский. Да, и первую лекцию, вступительную лекцию, когда я поступила, прочитал он у нас. И я когда... Правда? Да. И я когда... Я домой прибежала, я говорю: мам, представляешь? Я говорю: а у нас же есть его книга. Да? И мне было очень приятно. Но он был очень пожилой, возрастной. Но давайте уточним, что эту книгу нужно было сдать, когда еще ни вы и ни я еще не родились Да. на белый свет. Да, я даже не знаю, вот откуда она у нас. И мама тоже не знает. Может, кто-то знакомый принесли. А потом я уже, конечно, стала узнавать. И у него около 44 книги, на 22 языка переведены его книги. Наш специалист, это Да, наш. даже на японский язык переведены его книги. А вы ему сказали о том, что
Вы читали его книгу когда-нибудь? Нет, вы знаете, на первом курсе, когда я училась, мне казалось, это такой человек, что к нему даже мне было страшно подойти. Он был очень интеллигентный, очень вежливый, такой. Я его помню. Гульнар, очень вспомните, хорошо. пожалуйста, вот за весь период обучения, понятно, что огромное количество информации вы получили. Есть ли, вот, например, не знаю, 3 правила, которые, или 3, может быть, высказывания кого-то из педагогов, что мы можем адресовать людям, которые не будут ветеринарными врачами, ну, уже, да, в силу того, что они там кем-то работают, Мгм. но вот услышав что-то, может быть, не 3, может быть, одно, что вот изменится отношение к братьям нашим меньшим. Может быть, есть вот что-то у вас такое вот? Ну, знаете, я вот сама могу сказать Да, от себя, да. да, надо просто любить. Больше ничего не надо. Ну вот я не знаю по-другому как. Просто любить. Это же вот так просто. Вот люби и все. Уважаемые телезрители, просто вы этого не знаете. Я расскажу, что Гульнара уже около года приходит к нам в гости, и это единственный человек в мире, которого я видел, который может найти язык с любым. У нас недавно была в гостях владельца приюта, и пришел кот, который напугался, Васька. Он Мгм. вырывался, он вцеплялся когтями, он не шел к хозяйке, подошла Гульнара, погладила, взяла и понесла. Это вот какое-то волшебство просто. А было ли такое, что вот кто-то из ваших близких или, может быть, из коллег говорил, что Гульнара, это вот то, что вам сверху послали вот этот дар? Говорили, да. Мне говорили, у меня подруга говорила, как так, говорит, в жизни могло получиться, что ты стала именно ветеринарным врачом. Я говорю, ну, не знаю. Наверное, это мое призвание. Вот есть же человек с призванием. Вот, наверное, у меня так. Самое уникальное животное, которое вот к вам попадало в руки, вы его, может, осматривали, не знаю, лечили? Да, для меня это много животных. Я и трогала там, и лечила, и осматривала. Но самое уникальное было это лев. Да. Но я не лечила его. Этот лев, ну, такая немного грустная история, он был Мгм. очень возрастной, и он выступал, это был цирковой Мгм. лев, он выступал в цирке, еще в то время цирк у нас работал, и он умер. И нужно было установить причину Мгм. смерти. А у нас в клинике работают патологоанатомы, Мгм. Мгм. и они составляют акт о вскрытии, да, это документально подтвержден, ну, Мгм. так, с Мгм. печатью, все, документ, можно предъявить его где угодно. И вот с льва. И когда привезли льва, у нас там разлетелось это сразу: лев, лев, там в прозектории лев. Я была на 2-м курсе, мы пошли с девочками смотреть. Ой, это было, мы когда открыли, мы увидели этого льва, мы разбежались с криками в разные стороны. Даже вот он просто лежащий, он был настолько, ну, грандиозным, опасным, да, ну, таким красивым. Мы потом, То есть так всё-таки он же не живой. Мы потом вернулись, мы его всего обсмотрели. Это невероятно красивое животное. царь зверей есть царь зверей. Да. Дорогие друзья, Мои- это программа «Знаю все». Мы продолжим буквально через несколько мгновений. Наш эксперт Гульнара Цапалова расскажет о современной ветеринарии, какие направления существуют. А самое главное, вы убедитесь, что ветеринар – это не тот, кто лечит только кошек, собачек и лошадей. Никуда не уходите. Дорогие друзья, это программа «Знаю все». У нас в гостях наш эксперт Гульнара Цапалова. Мы говорим о истории профессии ветеринарного врача. Мы поговорили о мире, о России, о Республике Башкортостан. И сейчас мы, в общем-то, достаточно плотно говорим о Башкирском государственном аграрном университете, о родоначальнике образовательного пути ветеринарии в Республике Башкортостан. Мгм. Кстати говоря, педагогом которого и выпускницей которого Да. является Гульнара. Гульнара, ну расскажите, вот расхожее мнение всех жителей, ну, кого я знаю, что ветеринар — это кто лечит кошечек, собачек, Собачек. лошадей и коров. Вот 4 вида животных, ну, которые, в общем-то, так Ка- ли это? Конечно, конечно, нет. Ветеринарный врач – это вообще специалист широчайшего профиля, широчайшего. Ветеринария
Ну, прежде всего, ветеринарный врач, она подразделяется. Ветеринарный фельдшер, да, это Это? выпускают колледжи, Мгм. То есть сельскохозяйственные среднее, колледжи. среднее Да, специальное среднее образование. специальное образование. Чем отличается фельдшер от врача? Ну, фельдшер, он больше следит за эпизоотической обстановкой в стране, А в теперь переведем. республике. Да, это он следит за нераспространением болезней, опасных для человека и для животных. Ну, Мгм. о которых я говорила выше, такие как ящур, сибирская язва, да. Которая А, же шуму ка- навела недавно буквально, сибирская Да, язва, да, да, да. вырвавшись из-под контроля. Также может проводить вакцинации, да, такие вот плановые вакцинации, осенний, весенний период, да, какие-то обработки, дегельминтизации проводить, дезинфекцию. Ветеринарный врач, он, конечно, уже квалификации выше, да, может, ну, такие длительные, ну, тяжелые какие-то операции проводить. То есть спектр, Дли- спектр понятно, что врача Да, гораздо шире, чем... увеличивается, Мгм, да. мгм. Лабораторные исследования, это проводит ветеринарный врач-эксперт, ветеринарно-санитарная экспертиза, у нас есть Мгм. даже такое направление. Далее, также ветеринары у нас сейчас специализируются по отдельным видам животных. Есть ветеринарные врачи по болезням сельскохозяйственных животных. Мгм. Да, Это это огромное крупные, направление, да, да, очень крупное. Мгм. У нас очень много сельскохозяйственных Ну, предприятий. кто получается, какие животные здесь в сфере влияния? Коровы, прежде Коровы, всего, да, Мгм. крупный рогатый скот, лошади, лошади, овцы, козы, свиньи, овцы, козы, свиньи. да. Ну, то есть такие вот и пять категорий да, получается да, 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 крупных. да. Так, мгм. Также птицеводство. Вот, а это, кстати, отличается ли ветеринарный врач животновод от птицевода или нет? Или это... Конечно, То есть это отличается. разные профили, да? Конечно. Мгм. У Ну, нас- вы так на меня смотрите, я правда, да? мне так любопытно, я же в этом ничего не Отличается, понимаю. отличается, отличается. Те, кто, допустим, работают в свиноводстве, им сложно потом сразу переключиться на крупный рогатый скот, потому что везде есть свои особенности, свои нюансы. Один выпускник, студент, он ушел работать на птицефабрику, и он говорит мне потом: ты знаешь, я, говорит, заново начал учить птицеводство. Я, говорит, купил учебники. У меня вот потому что уже... Потому что профили все Да, равно да, отличаются. разные. Ну, поэтому- условно говоря, хирург там как это называется, в глазных болезнях, ну, он, конечно, что-то где-то слышал, но ему нужно по новому это все узнавать. Конечно, Мгм. да. Так, Дальше. то есть есть сельскохозяйственные Да. животные, есть... Потом болезни мелких домашних животных. Мгм. Туда входят у нас, ну, мелкие. Да. Это Собаки, кошки, кошки, хорьки, кролики, хорьки, кролики. да. И болезни экзотических животных. Туда у нас мы относим... Животные, которые у нас не проживают. Ну, в смысле, ну, не имеют здесь Да, да, рождения, не, привезен. не их ареал обитания, Мгм, так мгм. скажем. Это пресмыкающиеся змеи, ящерицы, черепахи. Да, Денис вот, кстати, почему-то не любит Один раз Гульнара принесла нам. Так, лягушки. змей, А лягушки? лягушки, Тоже там да, тоже там же, в этой же категории. Кстати, вот на 5 курсе студенты, которые обучаются, они могут себе выбрать специализацию. И к 5 курсу уже студенты в большинстве случаев определяют, с кем они будут работать. Вот есть ребята, которые, они уже выбрали работу в больших сельскохозяйственных предприятиях, именно с крупным рогатым скотом. Они уже и на практику ходят Это наверняка туда. очень востребовано в республике. Да, сейчас, ну, развивается. Фермерство развивается, Потому что да. одно время тоже же вот... Было тяжко. Да, в какие, в 90-е годы, Мгм. да. Ну, да, даже начало 2000-х. Да, да. А сейчас, да, открываются большие фермы с большим поголовьем. И специалисты, ветеринарные врачи, вот сейчас могу сказать с большой гордостью, одно время, да, зарплата Маленькая, да, 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 работы невысокооплачиваемая считалась работа, но сейчас с большим удовольствием зовут студентов на практике, потом берут их сразу на работу. То есть это очень востребованная профессия. Сейчас, да, зарплаты хорошие.
предоставляют жилье, питание, проезд, вот, ну, все условия, лишь бы пришли работать специалисты, потому что специалистов не хватает. Ну, надо сказать, что наверняка, особенно где работа с большими крупнорогатым скотом, Да, 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 правильно да. называется, это все-таки в районах республики В где-то, районах, да? да, Мгм. да. Самые востребованные профессии в аграрном университете по направлению ветеринарии что выбирает? Ой, я не могу сказать, что что-то одно, ну, какое-то более... Ну, мелкие домашние. В городе Мгм. мелкие домашние животные. Кошки, собаки, да. Ну вот, ребята, у меня есть несколько ребят, которые, ну все, они уже с крупным рогатым скотом, им и нравится работать, и все, и они останутся там работать на предприятиях. Можем ли мы сказать, что сейчас профессия ветеринарного врача ну, находится на некоем очередном пике взлета, потому что все, что происходит с животными, сейчас как никогда актуально, да? Очень актуально, да. Я согласна с вами, Денис, наверное, на все 100%. Престиж профессии сейчас очень... Высок? Да. Какие последние открытия или какие последние направления в изучении ветеринарных наук? Сейчас, может быть, что-то новенькое, какие-то новые технологии наверняка появляются? Да, сейчас очень много, много научных школ, да, и вот, ну, как сказать, ну, не основное, да, а ведущее направление – это использование лекарственных средств. Вот сейчас за рубежом, да, делают, ну, такие разработки, да, такие исследования проводят, чтобы лекарственный препарат, ну вот мы говорим, да, давно же уже такое есть. Вот мы пьем обезболивающее, да, ну, чтобы не болела голова. А откуда таблетка знает, Что у вас где болит голова? голова, да, да. и что у вас Ведь болит она, голова, да, она мгм. попала в желудок, и Мгм. как она до головы там доберется. И вот сейчас такие, ну, смешно звучит, да, но в науке сейчас такое направление очень развито и очень, ну, развивается, что таблетка целенаправленно должна идти в очаг, допустим, воспаления, да, в очаг боли. И, ну, так, образно говоря, не говорю уж вот, что таблетка, она будет знать, куда идти. Ну, это очень интересно, да, и вот у нас в университете сейчас, ну, такие вот разработки ведутся. Ну, это только начало, да, наших работ. Потом, ну, рекламу даже если по телевизору посмотреть, Эссенциале Форте, да, лекарство такое есть, и показывают печень, и в печени вот именно таблетка, она знает, что нужно Встать именно восстановить сюда. эту клетку печени, этот гепатоцит надо восстановить. Вот в таком направлении. Потом вот одно из последних разработок, сейчас не вспомню, конечно, по-моему, в Казани, по-моему, получили патенты ультразвуком лечения ультразвуком именно животных. Очень интересно. Ну, я не могу, ну, не буду говорить сейчас такими научными терминами, но тоже вот патенты получили, да, много там исследований было проведено. Дорогие друзья, профессия, которая уже несколько тысяч лет, а официальное название она получила 400 лет назад, Да. в Россию пришла в 18 веке, набрала свой пик популярности в 20-м во время Великой Отечественной войны, и сейчас, в начале 21 века, находится на передовой профессия ветеринара. Именно об этом мы говорили сегодня с нашим экспертом, врач-ветеринар, заместитель декана факультета ветеринарии по воспитательной работе Гульнара Цапалова, человек, который обожает любое движущееся существо, относящееся к животному миру. Спасибо вам большое, Гульнар, за эту увлекательную беседу. Я уверен, что наши телезрители, послушав и посмотрев нас, для себя узнали много нового. Ну а люди, которые думают, куда же поступать, вполне вероятно, мы всех ждем, всех где-то себе, в приглашаем. общем-то, поставили Да. галочку. Спасибо большое. Это программа «Знаю все». Меня зовут Денис Ганиев. Увидимся на Всеуфе.